В начале заседания сессии парламента по инициативе депутата Алмаса Джапо законопроект о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия о судебной власти был снят с повестки дня и отправлен на доработку. А в отдел «Разное» был включен вопрос о внесении изменений в Гражданский кодекс Абхазии. Первым вопросом повестки дня народные избранники рассмотрели законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере выборов, который представил депутат Валерий Агрба. Согласно проекту закона было предложено изменить технический характер принципов голосования. Теперь каждый гражданин должен будет голосовать только по месту прописки. Открепительные талоны выдаваться не будут. Кроме того, своим решением депутаты запретили прямое или косвенное участие в выборах иностранных физических и юридических лиц, международных организаций и анонимных жертвователей. Маркировка пальцев при голосовании также отменяется. Целью этого проекта является, естественно, это повышение прозрачности, открытости проведения выборов. Изменения коснулись такой процедуры при голосовании, как маркировка пальцев. Проектом предлагается исключить данный способ проведения голосования, так как было очень много нареканий на этот счет на протяжении всего этого периода времени. Также предлагается изменить проект закона и исключить открепительное удостоверение, так как пришли к выводу, что территория Абхазии не такая большая, и в случае необходимости может любой гражданин, где бы он находился, в любой точке, поехать к своему избирательному участку, где он прикреплен, и осуществить голосование. Полномочный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба высказал свое несогласие с пунктом об отмене открепительных талонов. И все же данный законопроект был принят единогласно во втором окончательном чтении. Проект закона о назначении даты выборов президента Республики Абхазия представил спикер Народного собрания Валерий Кварча. Президент Рауль Хаджимов вступил в должность 25 сентября 2014 года. И согласно Конституции, следующие выборы должны пройти не раньше 25 июня и не позже 25 июля. Руководствуясь Конституцией Республики Абхазия и Конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия и с учетом пожеланий ЦИКа и объема предстоящих организационных работ, а также с учетом интересов кандидата в президенты Абхазии, предлагается вам утвердить 21 июля как день проведения президентских выборов. Большинство депутатов поддержали данное предложение, и выборы президента Республики Абхазия назначены на 21 июля 2019 года. Далее был рассмотрен проект постановления о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства. Согласно проекту предусмотрено финансирование из бюджета программ поддержки малого и среднего предпринимательства как республиканского, так и местного значения в размере не менее 3% от планируемой расходной части соответствующего предприятия. По данному вопросу мнения разделились. Председатель профильного комитета Наталья Смыр не рекомендовала депутатам принять данный проект. Малое и среднее предпринимательство всегда базировалось на возможности получения кредитов за 2-3% годовых. Более того, если процентная ставка не соответствует возможностям осуществить какие-то виды деятельности в рамках малого и среднего предпринимательства, то все процентные ставки субсидируются из государственного бюджета. Это вот просто табу и аксиома во всех развитых государствах. Мы сегодня, я прошу прощения, мы сегодня хотим создать такой новый, я за то, что, пожалуйста, хотите, мы его примем в 4 чтениях, и оно будет лежать. Но я предлагаю, давайте мы его спишем, озадачимся и сделаем... Да. Вот так. Оно должно быть из госбюджета. Программа малого и среднего предпринимательства – это целая программа государства. Однако, по мнению полномочного представителя президента в парламенте, отказываться от данного законопроекта нельзя. Дмитрий Шамба предложил пересмотреть его, исправить статьи, которые вызывают сомнения. Если загвоздка идет о 3%, потому что только вот это замечание, и 3% то, что местные бюджеты и так они дотационные. Мы не настаиваем на сохранении именно вот этой позиции 3%. Давайте, если депутаты считают, что ее необходимо исключить, эту норму уберем, но весь закон не будем, извиняюсь за выражение, хранить закон, если какая-то одна статья не устраивает. В итоге, после обсуждения, 18 депутатов проголосовали против проекта закона о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства. Таким образом, данный законопроект снят с производства. Во втором и окончательном чтениях приняты проекты постановления о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Изменения коснулись порядка лицензирования отдельных видов деятельности и сферы уголовного права. Проектом постановления предусмотрена невозможность смягчения санкций за незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта, а
также ввоз, вывоз, транзит наркотических средств. Данный законопроект представил депутат Валерий Агарба. Те санкции, которые предложены рабочей группой, а именно наряду с лишением сроков свободы, лишением права занимать определенные должности или штрафа, предлагается ввести по 3-й части данных статей исключительную меру, высшую меру наказания, это пожизненное лишение свободы, исключительную меру наказания, смертную казнь. Но, как вы знаете, у нас в 2007 году наложен мораторий на реализацию, приведение в исполнение смертной казни, но по таким тяжелым, особо тяжким статьям, как ввоз, вывоз наркотических средств в Республику Абхазия в особо крупном размере и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, предлагается применить вот такие исключительные меры. Пожизненная мера наказания. Почему я прошу, чтобы этот закон вступил в силу с 1 января 2020 года, чтобы люди подумали, чтобы люди осознали. Штраф, что вы говорите, от 600 тысяч до 1 200 000 рублей, да извините, они в день зарабатывают на продаже наркотиков стока. Понимаете? И если мы не будем бороться с этим в жесткой форме, то мы не добьемся результатов. Будем считать, что сутью этой нормы является будущая профилактика таких тяжких преступлений. Надобно и Министерству внутренних дел, и КЦ, другим структурам связываться с российскими коллегами, потому что, к сожалению, для этих целей, я употребляю специфическое слово, вербуют молодых людей, особенно девушек, обманывая, что в Абхазии абсолютно незначительные нормы наказания за такое преступление, даже если вас задержат, с вами ничего не будет. А на самом деле у нас и старые нормы очень суровые, а эта норма тем более. Закон вступит в силу с момента его опубликования, а законодательные нормы вступят в силу с 1 января 2020 года. Депутаты парламента также приняли решение о внесении изменений в систему налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности. Решением депутатов стоматологические услуги исключены из перечня видов, подпадающих под спецналог, что автоматически переводит эту деятельность на общий режим налогообложения. Последним вопросом заседания депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Абхазия. Согласно проекту закона, родственники граждан Грузии, которые боролись против государственной независимости Абхазии, не могут вступать в права наследства и оформлять какие-либо юридические сделки на территории Абхазии. Данный законопроект депутаты приняли в первом чтении. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Томас Чиковани. Абхазское телевидение.